На уходящей неделе Freedom House опубликовал очередной доклад «Свобода в мире-2020», и Кыргызстан в нем вновь попал в категорию частично свободных стран. В связи с распространением коронавируса Кыргызстан отменил проведение всех мероприятий, которые планировались на государственном уровне: спортивные соревнования, празднование юбилеев и других дат. Театр оперы и балета, Национальная филармония, Русский и Кыргызский драмтеатры, Бишкекский городской театр, а также театр кукол отменили свои спектакли. Но муфтият заявил, что не может ограничивать право верующих ходить в мечети на джума-намаз. МИД Кыргызстана вручил ноты главам дипмиссий Азербайджана, Туркменистана и России в связи с тем, что многие кыргызские автоперевозчики не могут пересечь ирано-туркменскую и ирано-азербайджанскую границу для возвращения транзитом в Кыргызстан. Казахстан ввел временные ограничения для кыргызских граждан на пересечении границы Казахстана по ID-картам. В связи с угрозой распространения коронавируса мэрия Ашат тоже запретила все массовые мероприятия. Замминистра здравоохранения Төлө Исаков сообщил, что в связи с коронавирусом на обсервации находится сейчас более 300 человек. Зампред независимого профсоюза водителей-дальнобойщиков Голубев сообщил, что грузы, которые ранее шли транзитом через Кыргызстан из Китая в Узбекистан и Таджикистан, уже доставляются в обход Кыргызстана через казахский Хоргос. На выборы 12 апреля в 5 городах – Аше, Малюсу, Такмаке, Балыкчы и Караколе – своих кандидатов выдвинули 4 партии. Зампред ЦИКа Бегматов заявил, что если кто-то где-то срочно прописался, это еще не означает, что он попал в список избирателей по месту новой регистрации. Минюст сообщил, что с начала года зарегистрировано 5 новых политических партий, а их общее число достигло 283. Депутаты Жогорку Кеңеша приняли участие в Санкт-Петербурге в заседаниях комиссий межпарламентских ассамблей СНГ и ОДКБ. Республиканский центр СПИД сообщил, что в Кыргызстане на 1 февраля зарегистрировано 9760 случаев ВИЧ-инфицирования, в том числе 9200 человек – граждане Кыргызстана и 540 иностранцев. Инфицировано 420 детей, а за все время наблюдений умерло 2125 человек. Из них на стадии СПИДа 666. Арендаторы торгового центра «Караван» в Бишкеке провели митинг, так как фонд госимущества выставил торговый центр на продажу. Редактор газеты «Политклиника» Алимова сообщила, что неизвестные проникли в офис и похитили рабочие записи, блокноты, редакционные материалы и жесткий диск компьютера, не тронув при этом другие ценные вещи. Генпрокуратура возбудила 3 уголовных дела по итогам проверки деятельности Министерства образования и науки. Нарушения выявлены при разработке и тиражировании, а также закупке учебников. Ущерб составил почти 33 миллиона сомов. Депутат Акылбек Джапаров предложил, чтобы все учебники подписывал министр образования, как председатель Нацбанка подписывать денежные банкноты. Тогда в учебниках не будет ошибок и нельзя будет перекладывать ответственность за ошибки на издательство. Фильм «Курьер» режиссера Умирбекова будет показан в американском штате Огайо на 47-м международном кинофестивале «Атенс», который пройдет 6-12 апреля. А фильм «Джуэгулюк» Мирлана Абдыкалыкова номинировали на российскую премию «Ника», которая вручается кинематографистам СНГ, Грузии и Балтии. На соискание же 9-й национальной кинопремии «Агильвирс» поступило 40 заявок. Конкурировать будут 9 полнометражных, 18 коротких и 13 документальных лент. Вручение премии состоится 25 апреля. Накануне Международного женского дня президент Джейнбеков навестил семью Чингиза Айтматова и поздравил его вдову Марию Урматовну с праздником.